инициативе прокуратуры лицу, подозреваемому в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Около 11 часов 27 сентября 2019 года неустановленное лицо, находясь в торговом центре Шабашкар города Чебоксара, умышленно из хулиганских побуждений, используя мобильный телефон по абонентскому номеру 112, сообщил заведомо ложные сведения о заложенном в торговом центре взрывном устройстве. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проверочных мероприятий установлена причастность к указанной деятельности 41-летнего жителя столицы республики. С учетом повышенной общественной опасности преступного деяния следствием возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого мер пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией прокурора и следствия и избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия. В ходе следственных мероприятий также будет дана оценка размеру материального вреда, выразившегося в задействии сил и средств МВД и МЧС при проверке заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, который в последующем будет взыскан с виновного. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Калининского района города Чебоксара. Отмечаем, что за совершение данного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Прокуратурой Мариинско-Посадского района пресечены факты медицинского вмешательства без согласия родителей малолетнего пациента. Прокуратура Мариинско-Посадского района Чувашской республики по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В бюджетном учреждении Мариинско-Посадская центральная районная больница имени Геркина Минздрава Чувашии. Установлено, что нарушение требований действующего законодательства медсестрой отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях поликлиники Мариинско-Посадской центральной районной больницы проведено медицинское вмешательство малолетнему пациенту без согласия родителя. Так, при наличии имевшейся у врачей информации об отсутствии согласия на проведение профилактической прививки диоксин-тест ребенку указанная процедура была проведена. По результатам проверки в адрес руководителя медицинского учреждения прокуратуры и районов внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь. В отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.1 КоАП Российской Федерации «Самоуправство». Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В Ядринском районе вынесен приговор по факту незаконной добычи рыбы. Прокуратурой Ядринского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Чебоксара. Он обвинялся в совершении преступления незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенной с применением запрещенных орудий и способов массового истребления их в местах нереста. Установлено, что подсудимый в мае 2019 года без соответствующего разрешения на лов рыбы сетью в запрещенный период и в нарушение правил рыболовства с целью незаконной добычи рыбы в воду реки Старая Сура Ядринского района установил рыболовную сеть и выловил несколько рыб, причинив тем самым государству материальный ущерб. Мировой суд Ядринского района согласился с позицией государственного обвинения и с учетом тяжести совершенного преступления личности виновного назначил подсудимого наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор не вступил в законную силу. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской республики. Текст читала Ирина Константинова.